Значит, твоя невеста у него? Да. И ты хочешь выкрасть у Толстопузова его добычу? Помоги мне, друзья. Отнять девушку у Толстопузова – это все равно, что достать кусок мяса из пасти голодного тигра. Ты его боишься? Не могу этому поверить. Ты силач, Рузи, хозяин ночной Бухары, гроза богачей, и ты испугался. Кого? Толстопузова и его старух жен. Сам без тебя как-нибудь справлюсь. Прощай. Подожди. Я ему говорил, что ты смелый человек, верный друг, и у тебя доброе сердце. Но я ошибся. Оказывается, ты не способен встать на защиту справедливости. Ты говоришь, справедливость? А где она? На каких небесах? Я послал тебя к Толстопузому ради шутки. А что из этого вышло? У него руки длиннее, чем у самого эмира. Так и быть. Я согласен. Сегодня ночью, Рузи. Сегодня ночью. Хорошо. Пусть будет по-твоему. Прошу вас. Коми. А? Да, господин Исмат. Императора уже нет. Теперь республика. А? Республика. Так. А что будет с деньгами? Что? Как же? Ведь на них было изображение императора Николая Александровича. И ведь не только его самого. На некоторых был отец, дед, прадед. А взять 100-рублевку, на ней была Екатерина изображена. А теперь что с ними будет? Значит, эти деньги пропадут, да? Правда? Нет, не волнуйтесь. Ни в коем случае, господин Исмат. Деньги – это вечность, незыблемая скала. Финансы – это то, на чем стоит мир. Впрочем, вы это знаете не хуже, чем я. Актив вашего счета больше 1 000 000 рублей. В золоте, в валюте, в ценных бумагах. Да нет, вы не тревожьтесь. Мы здесь люди свои. Банк наш обеспечен всем достоянием государства. И заграничными инвестициями в полной мере. Так что успокойтесь, господин Исмат. Никогда и никакого ущерба вашему капиталу нанесено не будет. Спасибо, господин управляющий. Хоть немного успокоили несчастного старика. Деньги достаются непросто. Отказывал себе во всем. А толку от этого мало. Очень большие расходы. Просят, умоляют. Дай в долг ради Аллаха. Вот и текут денежки. А взять какое-нибудь дело.